Интернет в последние годы стал основной ареной информационно-психологического противостояния различных сил. Каким должен быть ответ на виртуальную войну, расскажет Бадрих Хангоев. Сегодня интернет на жизнь современных россиян оказывает существенное влияние. Каждый день более 60% россиян регулярно посещают сеть, проводя в мировой паутине более 2 часов в день. Те, кто заходит в сеть, в основном восполняют свой недостаток за счет лживой информации. Именно эта категория людей становится жертвой негативного влияния интернета. В нашем регионе интернет появился не так давно, и целевая аудитория – молодежь, начиная с 13 лет. В Чеченской Республике более 250 блогеров, ведущих свой живой журнал. Чтобы обсудить новые формы развития интернета и их влияние на жизнь общества, министр по внешним связям, национальной политики, печати и информации Шамсаил Саралиев сегодня встретился с чеченскими блогерами в неформальной обстановке. Я хотел отметить некоторые действия, некоторые работы провокаторов, врагов нашей республики и вообще страны в целом, которые мы сегодня видим в сети. Когда ты явно видишь, и когда у тебя есть статистика, реальная статистика всего вообще положения дел в стране, то и когда ты видишь, что кто-то специально организовывает нападки на Чеченскую Республику, на весь Кавказ, конечно, задаешься вопросом, а почему, откуда это все происходит, откуда это идет все. Тоже за этим стоит. Наше министерство провело расследование, оно ни много ни мало длилось около года. Здесь на самом деле сложного ничего не было, с одной стороны, но с другой стороны хотелось бы серьезно отнестись, кто же стоит за этим. По словам министра Саралиева, это определенная группа лиц, которые плодят новые зомбированные жертвы среди молодых пользователей интернета. Это так называемые скинхеды-националисты, совершающие те же самые кровавые преступления, что еще недавно вытворяли международные террористы. У тех и у других общая цель – отделить Кавказ от России и развалить страну. Мы теперь знаем, кто стоит за этой истерии, которая сегодня происходит в блог-сфере, в интернете, в виртуальном мире. Впрочем, в России блоги читают более трети интернет-пользователей. Общение друг с другом зачастую не складывается. В мировой паутине есть своя внутренняя война. Сегодня идет огромная агитационная античеченская война. Она не может быть антикабардинской, антидагестанской, антитатарской, потому что силы не совпадают. Может быть, только античеченцы. Мы распущены. Мы распущены. Это раз. А во-вторых, у нас есть какое-какое. Мы третья нация в России. И мы это знаем, и мы должны отстоять эту позицию. Блогерство не только общение, но и пропаганда информационной деятельности. Как известно, идеологам развала России именно на Северном Кавказе, благодаря главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову, нанесен смертельный удар. Осознав, что силой оружия на Кавказе своих целей они не добьются, враги России перешли к новой, более изощренной фазе информационной войны. И для противодействия им, по словам министра Саралиева, нам нужны грамотные и целеустремленные интернет-пользователи. Шамсаил Саралиев представил свое видение борьбы с идеологами националистического радикализма. Это истерия, которая сегодня происходит в блог-сфере, в интернете, в виртуальном мире. И хорошо, что вы есть. Нас отмечал глава республики, который нас всех приравнял к сотрудников СМИ, журналистов, приравнял к сотрудникам МВД. То есть тех ребят, которые с оружием в руках, а мы с ручкой в руках. Благодаря вашей деятельности 1000 не ушли в лес и сотни вернулись. Интернет сегодня самый быстрый поставщик информации. Министерством по внешним связям, национальной политики, печати и информации разработано несколько информационных сайтов, активно противодействующих как антикавказской, так и антироссийской пропаганде, которая вносит раздор между народами. Более того, министерство готовит целый ряд новых информационных проектов для более эффективного противодействия националистическим настроениям в российском обществе. Бадрих Хангоев, Юсуп Салажиев, Тимур Саратов, Джамил Ахмадов. Новости.